Здравствуй, мой дорогой внучок Ислам. Тебе пишет письмо твой дедушка Киям. Меня забрали на фронт в декабре 1942 года. Тогда мне было всего 17 лет. Я участвовал в кровопролитных битвах на Курской дуге. 3 раза был ранен, только в 45-м вернулся домой. Здравствуй, мой любимый прадедушка, наш герой. Я знаю о твоих подвигах. Я знаю о твоей боли и потерях, сколько пришлось тебе пережить. Память о тебе, о героизме наших солдат, ценой своей жизни вернувших на эту землю мир, всегда будет в наших сердцах. Это письмо – воображаемый разговор со своим прадедом. Письмо, которое написал обычный мальчик, как трогательное обращение предков и проникновенный ответ потомков. У каждой семьи есть своя история о войне. В этой войне писались судьбы. «Письма героям» – телевизионная акция, которая стартовала в феврале этого года, дала уникальную возможность зрителям телеканала рассказать об истории своей семьи, о той памяти, которую они хранят в глубине своего сердца. Основной писатель – это все-таки дети войны, это старшее поколение. Среди именно этого населения отозвалось эта акция больше всего. Дети, которые росли и не могли сказать «папа». И то есть у них осталась какая-то недосказанность. Твои дети очень старались, работали и учились в вечерних институтах, вырастили приличных детей и внуков. С начала старта акции на ТНВ пришло свыше 500 писем. Самые яркие воспоминания были озвучены известными ведущими. Они на один миг стали своеобразным проводником между прошлым и настоящим. Газиз әткәем, исемме дип сиңа яза алмыйм. Бакыйлыкка күчкәнеңә быел 7 ел була. 7 ел узса да син минем күңелемнең түрендә. И хотя ты погиб за 25 лет до моего рождения, с самого детства меня сопровождали рассказы моего отца и других родных о тебе и твоих 2 братьях, которые тоже ушли на фронт в первые дни войны. Многие из них уже после записи программы признавались, что к этим своеобразным посланиям невозможно было остаться равнодушным. Некоторые письма пробирали до слез. Бик матур итеп укыдылар, хәтта менә яздырган вакытта да күзләренә яшьләр килеп, шушы хатта сөйләнелгән тормыш юлын чагылдырганда күңелләре тулып елап җибәрүчеләр дә булды. Моны инде тамашачылар һичшиксез кадрлар аша, экраннар аша тыймлап алырлар дип өметләнәбез. «Письма героям» – телевизионный проект, который зрители смогут увидеть в праздничном эфире 9 мая. В 2-часовой программе каждое письмо будет дополняться архивными записями песен военных лет. По словам авторов проекта, такой формат 9 мая они используют впервые, но тем не менее надеются, что проект найдет благодарный отклик у телезрителей, так как каждая история о войне – это история о победе народа, которая была добыта дорогой ценой. У меня на фронте воевали 3, 2 деда и папа. Нурулла Бабай пропал без вести в 1942 году на Украине, не вернулся с войны. 2-й дед, Файзрахман Бабай, дошел до Берлина, и бабушка даже вот рассказывала, я помню, как он присылал письма и прям там надписывал письма победы. И я считаю, что мое участие в этом проекте – это как вот дань уважения и моему отцу, который воевал на Дальнем Востоке с японцами, и 2 моим дедам, дань уважения и дань памяти. «Письма героям» – акция, которая продлится все лето. Своими рассказами и воспоминаниями о войне и о героических подвигах своих предков можно поделиться и в рамках акции «Бессмертный полк». Ее также нынче проведут в онлайн. В своем аккаунте в Инстаграм нужно разместить фото деда или родственника, участвовавшего в войне. Чтобы его включили в эфир, необходимо отметить аккаунт ТНВ и поставить хэштег «Бессмертный полк ТНВ». Отправить фотографию также можно по электронной почте. Фотографии будут приниматься до 5 мая. Портреты героев появятся в эфире телеканала на майские праздники. Телезрители очень тепло откликнулись, очень много фотографий, поэтому вот мы их даем блоками, получасовыми блоками в течение дня 9 мая с утра до вечера. Светлана Спирина, Эльзира Юзаева, Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.